Кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией геодинамики, магматизма и рудообразования Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук Сергей Григорьевич Прудников, родом из Белоруссии, учился в Украине и по распределению в советское время приехал в Туву. С тех пор занимается фундаментальными и прикладными комплексными исследованиями Тувы. Я закончил Донецкий политехнический институт в 1982 году по специальности горный инженер-геолог. И меня направили по распределению в Красноярское геолого-разведочное управление ПГУ «Красноярск геология». И уже из Красноярска меня отправили работать в Тувинскую геолого-разведочную экспедицию. В то время Тувинская геолого-разведочная экспедиция – это была одна из лучших экспедиций геолого-разведочных в Советском Союзе. Коллектив работал очень интересный, 1500 человек. Геологи, все увлеченные, с высшим образованием. И с 1982 года по 1995 год я работал в этой экспедиции в качестве начальника отряда, геолога, потом главного геолога. Ну и в 1995 году, когда начался развал геологической отрасли, экспедиция закрылась, меня пригласил заведующий лабораторией Черезов Александр Матвеевич и директор института Лебедев Владимир Ильич пригласили в наш институт, Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов. С тех пор я работаю в нашем институте, сначала научным сотрудником, потом заведующим лабораторией. Тувинская республика, она вошла в состав Советского Союза в 1944 году, то есть самая последняя республика, поэтому научные исследования, геологические исследования начали сравнительно недавно. Поэтому здесь были, в общем-то, привлечены все самые лучшие кадры, это все ГИИ, московские геологи. Они длительное время приезжали сюда такими экспедициями, наездами. А потом в 1944 году образовалось отделение, которое переросло в Тувинскую геологоразведочную экспедицию. И, естественно, для научного сопровождения образовался наш институт, Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов. Институт непосредственно образовался в 1995 году. И наши исследования как раз они направлены на изучение Центральноазиатского региона, территории Тувы и прилегающих районов. Это Западный Саян, Восточный Саян и территория Монголии, прилегающие районы Монголии. Экспедиции проводятся ежегодно, очень интересно, образуются отряды, сначала образуются отряды, месяц, два, три, у нас в основном это летний сезон, летний, весенний, летний, осенний период. До 10 октября мы проводим исследования. Около 5 отрядов по интересам у нас. Каждый научный сотрудник. У нас 7 кандидатов геолого-минералогических наук. В отряд объединяется как минимум 3 человека. Иногда мы привлекаем сотрудников, коллег с других институтов, из Москвы, из Ленинграда, из Новосибирска чаще всего. Наше основное орудие производства – это геологический молоток. Простой геологический молоток, кувалда иногда. Компас, полевая книжка, карта геологическая. Мы выезжаем, берем образцы, приезжаем, делаем шлифы, полируем какие-то образцы, изучаем дальше под микроскопом и отправляем на анализ. Сейчас есть возможность работы на электронных микроскопах, то есть эта материально-техническая база, она перешла на новый уровень. В институте таких приборов, в общем-то, нету. Это надо ехать в Новосибирск, там есть какие-то центры коллективного пользования, и работать в основном там, в этих центрах коллективного пользования. У нас, в общем-то, есть один электронный микроскоп, он устаревший, поэтому база у нас, в общем-то, ограничена на месте. У нас в лаборатории 17 человек, из них, я сказал, 7 человек – это кандидаты геолого-минералогических наук. К сожалению, происходит старение кадров.
То есть у нас и за 70 лет вот есть такие кадры. То есть у нас есть проблема уже восполнения кадров. Тувинская молодежь, ну, из Тувы, активно учатся за Саянами. В Новосибирске, в Красноярске там выпускают геологов. Но куда эти кадры деваются? Они, к сожалению, до нас не доходят. Мы приглашаем, вот пользуясь возможностью, я хочу пригласить молодежь к нам в институт. Тува – это вообще самое интересное, наверное, в геологическом отношении. Это самый интересный регион, наверное, в России. Можно даже сказать, в мире. Разнообразное количество полезных ископаемых месторождений, которые, в общем-то, интересно изучать. Тектоническое строение, развитие тектонического строения от начала зарождения Земли до настоящего момента. Потом изучение магматизма. Бывает два вида магматизма. Это эффузивное и интрузивное. Интрузивное – это как раз вот, который не достигает поверхности Земли. Эффузивный магматизм – это мы с ним вот как раз все хорошо знакомы, это вулканическая деятельность. То, что достигает поверхности Земли, магма, когда движется к поверхности, она прорывает, выходит на поверхность в виде вулканов. Мы изучаем месторождение полезных ископаемых. Все аспекты, которые с этим связаны. Вещественный состав, минеральный состав руд, там, прогнозирование месторождений полезных ископаемых. И следующий блок – это сейсмотектонический, то есть мы занимаемся изучением сейсмической активности на территории Тувы, современная. То есть наша Тува расположена на стыке нескольких блоков. Это вот платформа сибирская с севера, и с юга это индостанская платформа, и они движутся навстречу друг другу. Это так называемая теория литосферных плит. Вот эти горы, которые у нас расположены, восточный Саян, западный Саян, хребет академика Обручева, восточный Тануала, западный Тануала, это как раз результат вот этого столкновения вот этих двух литосферных плит. У нас в Туве наиболее, можно сказать, самая высокая активность. Ну, еще мы на втором месте после Камчатки стоим. У нас есть Клара Мангушина-Рычкова, она разработала такую методику прослеживания динамики флюидов, мочевых разгрузки минеральных вод. Она может предсказывать вот сейсмическую активность на основе изотопов гелия. Вот изотопы гелия, они как раз являются чувствительными к этой сейсмической активности. А геоэкологический блок, за него отвечает кандидат географических наук Кальная Ольга Ивановна, занимается изучением эколого-геохимического состояния поверхностных вод в районах рудных узлов Тувы. Это Кызылташтынского, Аксукского, Каахемского, Чатанского. То есть там, где происходит горнодобывающая деятельность, она изучает, как эти районы воздействуют на состояние окружающей природной среды, в частности, на состояние водной среды. Кызылташтынское месторождение – это свинцово-цинковое месторождение, и оно расположено в долине горного ручья Кызылташтын. То есть он размывает это месторождение, частично размывает верхнюю часть. В результате размыва образуются серно-колчеданные воды. То есть Кызылташтын – это что такое? Это красный камень переводится. Да? Они размывают, окисляют, и все вот эти соли, они отлагаются на камнях ниже по течению. И они красные. И причем вода, она безжизненная. Она уже когда вытекала, еще до отработки этого месторождения, она безжизненна. Там нельзя пить, она отравленная вода изначально. На протяжении 8 километров она отравлена, эта вода. Поэтому говорить о том, что китайская компания вот это, она загрязняет воду, а об этом нельзя говорить, потому что она была изначально загрязнена. И мы проводили оценку фонового состояния в районе Кызылташтынского месторождения. Если выполнять все предписания вот этого проекта, то, в общем-то, практически никакого воздействия не будет. При соблюдении вот этих природоохранных мероприятий там будет минимальное воздействие на окружающую среду. О сейсмоопасном расположении Тувы, закономерностях размещения россыпей золота, о добыче полезных ископаемых и о том, что общего между уникальными вулканами Тувы и Исландии, рассказывает Сергей Григорьевич. В Туве, естественно, добывают уголь. Это Каахемский угольный разрез, Чаданский угольный разрез. У нас самый крупный угольный бассейн
в регионе, в мире, можно сказать, 3 миллиарда запаса этого угля. Это так называемый Улухемский угольный бассейн. Вся котловина Улухемская, это, в общем-то, как Донецкий бассейн, также у нас Улухемский бассейн. Под нами, под городом Козылом, под Чедером, под озером Дусхоль. Это все на глубине, там, на какой-то глубине 100-300 метров. Вот такая у нас чаша, это все угольный бассейн. Если его начнут разрабатывать, то у нас тут будут стоять везде шахты. Козыло-Таштыкское месторождение было открыто в 1955 году Рублевым, потом оно в 1959-1961 году было разведано. В 1979-1988 году, когда я работал, мы производили доразведку на флангах этого месторождения. И только в 2008 году дошла очередь до его освоения. И с тех пор, оно, в принципе, небольшое месторождение, 15 миллионов тонн там запасы руды. В настоящий момент месторождение разведано, отработано карьером и уже перешли к шахтной добыче. Яксукское месторождение – это медно-молибденно-порфировое месторождение, оно разведано, оно расположено на севере Республики Тува, оно разведано, и уже начинается его период освоения. Все упирается в железную дорогу. К сожалению, его начали осваивать до строительства железной дороги. Я считаю, что это, в общем-то, большой минус, потому что надо его вывозить по автомобильной дороге, как Козыло-Таштыкское месторождение. Большая нагрузка на автомобильную дорогу, большое удорожание руды. Козыло-Таштыкское месторождение – это в основном там цинк и свинец. Попутно золото, около 14 тонн золота. А цинк – это автомобильная промышленность. Он сейчас востребован в строительстве, в автомобильной промышленности. В Китае активно развивает свою промышленность, ему нужен и свинец, и цинк. Это производство, в общем-то, не вредное. Почему? Потому что здесь нет комбинатов по переработке руды. Если бы были комбинаты по переработке руды, они уже загрязняют атмосферу. Следующее месторождение – это, естественно, золото. У нас есть рассыпные месторождения, которые активно отрабатывают наши артели-старатели, Айна, да, самая крупная. Потихонечку они уже истощаются. Вот у нас остались объекты, это Алгияк, Черная, Систихем начинают отрабатывать, Беллилик месторождение, следующий объект Эми, это крупные остались, они отрабатываются. Переходят сейчас на коренное золото, это Тарданское месторождение. Россыпи, они расположены в долинах рек. То есть здесь эта технология, она более простая. То есть они приходят на это месторождение, в долину, здесь загрязняют в основном воду. Пласт, он, в общем-то, золотоносный пласт, он небольшой мощности, его сгребают в какую-то сгортовывают в кучу, ставят прибор и бульдозерами подают на этот прибор и перемывают. И потом уже в конце каждой смены они снимают уже золото. А коренное месторождение добывается по-другому. Золото залегает в руде, в коренных породах. Поэтому, чтобы его добыть, это уже более сложная технология. Его надо сначала пройти взрыв, построить уже дробильную фабрику, передробить его и извлечь уже там технология другая. В прошлом году я выиграл, как заведующий лабораторией, выиграл грант, это по изучению четвертичных отложений, изучение базальтового вулканизма Тувы. Этот грант около 1 миллиона выделяется на год. Коллектив небольшой в этом году у нас была большая экспедиция на вулканы Тувы. Вулканы Тувы расположены на северо-востоке Тувы. И не все в Туве еще местные жители знают, что у нас есть такие вулканы. Тувинские вулканы, они уникальные. Такие вулканы, они имеются только в Исландии и у нас в Туве. Это так называемые щитовые вулканы. Они имеют такую щитовую столообразную форму, вот как наш стол, вот этот, и крутые обрывы. А образуются они в специфических условиях, это при излиянии в какую-то холодную среду. Мы определили, что они изливались именно в ледник. Мощность этого вулкана достигала 1 километра. Представьте, огромный
ледниковый щит, как в Антарктиде сейчас, или в Гренландии. Вся территория тоже покрывалась огромным ледниковым щитом. И вот под этим ледниковым щитом начиналось извержение вулкана. И в результате вот этого прожигания вот этого ледникового щита образовалось сначала озеро. В это озеро заполнялось вот этими лавовыми. В результате попадания в эту холодную среду ледниковую, да, они начинали трескаться. Образовались не чистые лавы, а так называемые геолокластиты. Потом, естественно, ледник растаял, и остались вот такие необычные вулканические постройки. Сотрудники нашего института еще в 1982 году они пришли к такому выводу, откуда эти вулканы взялись в центре материка. Есть такая гипотеза мантийных струй. В чем она состоит? Это то, что от мантии отрывается раскаленный какой-то горячий источник. То есть часть мантии отрывается от этого мантийного сгусток, начинает прожигать землю, по мере своего движения прожигает окружающую землю. И в результате на этом месте образуется сначала на поверхности земли образуется такой как бы бугор. Да? Потом он прожигает, естественно, и изливается в виде вулканов. Вот это вот как раз место, это есть такая байкальская горячая точка. Вулканы щитовые наши, они как раз являются проявлением вот всплывания этой горячей мантийной точки. Около 16 вулканов, и щитовые вулканы, есть и простые конусовидные вулканы. Конусовидные вулканы, они изливались как раз в межледниковье. Об этом свидетельствуют еще, кстати, вот эти наши источники горячие, чайганские источники, таилисинские источники, знаменитые горячие аржаны. Они вот горячие. А почему они горячие? Потому что там продолжается вот эта как раз вулканическая активность. Этот район вулканически активный, сейсмически опасный. Золотой запас нации пополнился учеными Тувы. Надеемся, что научно-исследовательская деятельность геологов нашего региона продолжится, и институт пополнится молодыми кадрами. В следующем выпуске программы узнаем, почему происходит деградация почв на территории Тувы и как их восстановить, а также о лекарственных травах, занесенных в Красную книгу. Айдана Хаулу, Буян Мангуш, Айдын Кулар, Тува 24.